дорогие, доброе утро. Экзик Хелшин, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». Друзья, утро раннее у нас, признаюсь вам, 6 часов утра. И у нас такой вот идет дождик небольшой. Вчера ночью был он такой, позавчера ночью была такая гроза, друзья, что даже я сама испугалась. Такая молния, такие молнии были прям вот страшные. Сила Всевышнего, конечно, очень велика. Так, ну вот, как видите, сегодняшний день, 2 сентября, вот такая вот пасмурная у нас погода. Ну хорошо, хоть было жарко, если честно, вчера, позавчера вообще стояла жара, дождь был нужен. И как всегда, видите, всегда, вот каждый год вот так вот, по воле Всевышнего, как только начинается сентябрь, начинаются дожди. Ну, вся погода – это благодать. У меня снова заказы, поэтому стало немножко пораньше. И пойдемте делать наши заказы, друзья. Подряд 3-й день у меня одни заказы, как будто бы люди сговорились. Я сейчас сделаю просто подготовку. Так, ну вот, друзья, я потихонечку начала уже процесс моей работы. Как видите, помыла, разделала курочку. Почистила лучок, почистила морковку, промыла рис. У меня, повторюсь, 2 заказа, значит, у меня был вчера заказ, я выполнила, я его еще, правда, этот ролик не смонтировала, он зайдет у меня сегодня, я надеюсь, смонтирую, потому что, не знаю, Ибрагим же уже как бы пошел учиться. Хотела сказать школу, у меня все в школа, потому что 1 сентября всегда ассоциируется с 1 сентября. Ну, еще я в сообществе ставила, но все-таки хочу поздравить всех учителей, родителей, детей с 1 днем, ну, сегодня получается уже 2-й день, с новым учебным годом, как бы. Желаю, чтобы для учителей ученики были послушными и умными, для родителей то же самое. Ну, а детям, желаю, чтобы их школьный год как бы прошел гладко, легко, чтобы они могли все нормально усваивать, процесс школьный как бы, чтобы программу школьную, вернее, чтобы они хорошо усваивали программу школьную, чтобы учителя с ними были снисходительны, и чтобы для них они все-таки были как бы путеводной звездой в жизни, наверное. И вы знаете, детям иногда кажется, что если строгие учителя, то это плохо. Нет, друзья. Дело в том, что все говорят мне, ты хорошо говоришь на русском, почему ты, даже одна мне написала, что вы, наверное, все-таки были раньше христианкой но приняли ислам. Как-то не верится, что вы другой национальности, как бы. Я не думаю, что я так очень хорошо говорю на русском, все-таки сама даже улавливаю, что некоторые слова то забываю, то не могу как-то, не знаю, как получается. Просто хочу к чему сказать, к тому, что у нас были очень строгие учителя, у нас был очень строгий директор школы, я училась в Осетии, и поэтому, наверное, в принципе, и учились раньше хорошо, потому что требовали от нас, но, конечно, программа сейчас очень сложная, но не знаю, как-то так, друзья, ладно, это опять-таки лирика и отступление, я еще даже чаю не пила, выпила 2 стакана горячей воды, всегда пью горячую воду за полчаса, за 40 минут до еды, и пока вот это вот все подготовила, сейчас хочу просто курочку замариновать, чтобы попить чаю и потом дальше продолжить работу. Да, у меня пока нет должных ингредиентов, что мне нужно. Потому что для своего заказа, у меня все есть. Но вчера ночью опять поступил от Танзилы заказ. Для него у меня еще мало. И мяса мало, и лука мало, яйца мне еще нужны. Короче, за всеми этими уже 7 часов. Я сейчас разбудила сына Джабраила. Как мне говорили, почему вы не называете их по именам? Он сейчас поедет в магазин, купит мне все, что нужно. Сначала, конечно, к мяснику, а по ходу у нас один магазин всегда открыт рано, уже в 7 часов он открыт, и это так хорошо, действительно, друзья, особенно сельским жителям, которые иногда забывают с вечера что-то купить, а нужно на работу, в поля, куда-то рано ехать на работу, поэтому этот магазин спасает. Конечно, он далековато от нас, но
у кого есть в доме машина, можно быстро проехаться и купить, что забыл. Так что Танзила мне сказала очень поздно про заказ, поэтому купить яйцо, купить, что мне нужно, у меня не получилось. Как таковых, ну, просто так получилось, что домашнее яйцо у меня закончилось, а мне нужно для заказа, для рулета. 100 лет не делала этот рулет, друзья, не знаю, как он у меня получится. Действительно, я его делала когда-то, еще когда-то в молодости. Рулет с этим яйцом. Говяжий рулет, заворачивается вареное яйцо. Не знаю, просила дочку, чтобы она мне не давала эти заказы, но мама говорит, это моя давняя клиентка, пожалуйста, не отказывай ей. Вот такие вот дела. Я уже хотела начинать заготовки на зиму, потому что, как вы знаете, кроме огурцов и каких-то видов там немножко варенья, джемов, я ничего в этом году не делала. И у меня пустая кладовка. Обычно у меня с прошлогодних оставались, даже позапрошлогодние обычно оставались салатики, аджики, все такое. Нет-нет, да оставалось, даже не то, что нет-нет, а даже в хорошем количестве. Но в этом году все закончилось, не знаю, почему они у меня поели все. Но это хорошо, потому что лучше же свежее делать. Все, друзья. Теперь я и вчера показывала, но и сегодня покажу чуть-чуть поближе, поставлю камеру. И замаринуем сначала курочку. Так, значит так. Интересно. Надо кольцо снять. Так, значит, тут у меня курочка разделанная, промытая, все нормально. Курочка где-то 2-300 была. Вчера я эту тоже не стала взвешивать. Они обычно такие бывают. Значит, мне нужно... Ой, видно, не видно. Сейчас Ибрагим пока спит. Обычно он у меня хорошо настраивает камеру. Так, значит, 2 чайные ложки вот такие вот с горкой соли. У меня адыгейская соль, друзья, очень вкусная. И меня на эту соль как бы подсадил мой сын. Я ей раньше не пользовалась, но вот в последнее время он, когда делает у нас плов, он всегда добавляет именно и плов, и что-то, когда он готовит, именно такую соль, она ему нравится. Так, значит, я добавлю еще вот такую вот... Что я делала это в чашке. Ну, давайте вот я и поставила ее в пиалку. Значит, соль ничего, пускай будет там. Значит, чайную ложку тоже мне понравилось именно вот от этой лавки вкуса. Приправа для курицы, вот аромат ее. Раньше я не добавляла. Добавлю 1, можно даже 2 ложечки паприки, чтобы была красная. Но потом я все равно обмазываю ее паприкой. Чесночного перца вчера в магазине у нас не нашли. Мне надо будет все это пересыпать в эти. Ну, добавлю пол чайной ложки все-таки чеснока. Вот именно чесночный перец мне нравится больше, чем сушеный чеснок. Так, вот. Теперь мне нужен соевый соус и растительное масло. Так, это все перемешаем. Соль уже мы кинули туда, так что соли больше не надо будет. Ну, 2-3 столовые ложки соевого соуса. Вчера курочка тоже получилась очень вкусненькая. Я попробовала там кусочек шейки, который был. Так, ну все вот. И все, она у меня постоит где-то полчасика, час, пока мне курочку нужно к обеду только. Так что она может мариноваться, стоять, ничего такого нет. У меня тот заказ к 10 часам уже надо заканчивать. Я надеюсь, я успею, потому что просто действительно нет пока ингредиентов. Но, по крайней мере, подготовочки я кое-какие себе сделала. И все, теперь вот тщательно перемешаем. И пусть курочка настаивается, забудем про нее, поставим в холодильник на 2-3 часа можно, на час можно.
И полчаса хватает, даже можно минут 15-20 подержать. Когда мне очень к спеху, я и сразу даже не дожидаясь и 15-20 минут, сразу же ставлю в духовку. Вот обмазала и сразу в духовку. Все равно она бывает вкусненькая. Просто когда она больше постоит, она будет более сочная, как бы. Пропитается этим всем и будет более сочная. Все, теперь я ее накрою пленочкой и в холодильник. Про нее забыли. Значит, у меня, по-моему, я вам не говорила, что у меня, значит, у меня один заказ вот с курочкой. Это плов, курочка, ну и малосольные огурчики. Все, больше готовить ничего не нужно, остальное все фрукты и овощи. Второй заказ, значит, у меня люля-кебаб, этот говяжий рулет и мясо по-французски. Все, по-моему. Точно не знаю, но еще уточню утензилы. Вот так вот, друзья. Все, потом подключусь еще раз, попью сейчас чайку. Так, друзья, значит, продолжаем потихонечку наш процесс готовки. Теперь, ну, тонзилы их называют, конечно, мясом по-французски, но я сомневаюсь, что это мясо по-французски. Мы обычно смеемся, это мясо по-французски, по-ингушски. Ну, как бы можно назвать их, как бы мини-запеканочки такие получаются. Ну, как обычно же, как, ну, не знаю, как их назвать. Короче говоря, будем говорить, что мясо по-французски по-тонзиле. Вот так вот. Что это из себя будет представлять, я вам сейчас покажу потихонечку. Так. Значит, что сюда добавлено? Здесь килограмм 300 у меня фарша и 3 средние луковицы. Чтобы лук не горчил. Обычно, когда перекручивается лук через мясорубку, если сразу его не добавить в мясо, он горчит. Вот пока это перемнем. И все, и поставим. Потом я дальше буду показывать, что буду добавлять. Так, а пока нарежу себе лук. Для этого мясо по-французски как бы. Так. У меня и лука мало. Так. Ой. Я вас пошатнула, извините. Так, значит, друзья, вот так вот лук нарежем. И хочу вам сказать, я читала вчера комментарии, вчера вообще вот эти несколько дней подряд, даже могу сказать месяц. Но вот последние 2-3 дня читаю комментарии, я просто не могу сейчас назвать от кого, но настолько приятные комментарии мне иногда до глубины души трогают, что вот вам говорю, как на духу. Мне даже иногда хочется плакать, настолько вы пишете хорошие комментарии. Мне даже бывает неудобно их читать. Вот такая вот оценка, такая вот... Вы говорите, что от меня идет тепло, но такое излучение тепла идет от вас, друзья. Просто у меня даже запаса слов нет передать, насколько мне это приятно. И огромное вам спасибо еще раз. И вам воздастся это однозначно. Я в этом просто, наверное, ну не знаю, быть уверена не имею права, но Всевышний вам за это действительно благом воздаст, потому что вы мне сделали настолько приятных вещей, настолько приятно это читать. Я даже сижу, если бы вы видели, как я это читаю своим детям, как будто бы я маленький ребенок, которого похвалили. Они с меня даже смеются. Огромное вам спасибо, действительно, друзья. Вы сами этого не зная, делаете очень благое дело. И действительно, надо вот так вот в жизни быть добрыми, наверное, потому что мир сейчас ослабился, все такие злые, все куда-то спешат, не могут даже своим родным сказать каких-то приятных слов, которые, в принципе, очень нужны. Я, открыв канал, признаюсь вам честно, многие вещи сама пересмотрела на эту жизнь. Я никогда как-то ласково не относилась, ну как бы, они все равно, мне казалось, они же все равно знают, что я их люблю, я имею в виду своих детей, что
и свою маму же даже. Вот я не умела как-то вот ласкательно, как-то что-то. А теперь действительно мне хочется и обнять их, и приласкать их, и сказать какие-то вот приятные слова. И даже первый раз, когда я это сделала, мои девочки прям даже удивились. Ну, оказывается, это действительно нужно. Так что, друзья, спасибо вам. И вам, вы тоже пишете, что у меня многому там учитесь терпению или еще что-то. Я никогда в жизни не думала, что у меня могут чему-то там как-то научиться или что-то. Но вы тоже очень многое мне дали понять, вы мне переоценить свою жизнь, пересмотреть свою жизнь. И я уверена, что действительно Всевышний обычно всегда одно дело заканчивается, второе начинается. И у меня действительно в жизни это так. Вот что-то, какой-то виток моей жизни заканчивается, я имею в виду, ну, чем я занимаюсь, например, и находится другой. И вот по воле Всевышнего никогда в жизни не думала, что я открою канал, что я буду вот так вот общаться, что я смогу это сделать. Мне помогает Всевышний действительно. И по жизни, и он всем помогает. Он никогда не оставлял меня, какая бы трудная ситуация у меня ни была, никогда меня Всевышний не оставлял без того, чтобы я как-то разрешила эту обстановку. А сложности, конечно, были. И у нас еще, знаете как, если, например, проблема, болезнь или ну, вот такие вот какие-то испытания, значит, Всевышний меня любит и помнит обо мне. Значит, он не забывает обо мне никогда. Это мне казалось раньше по-другому. Говорить, озвучивать не буду. А теперь я это поняла, да, действительно. Какое бы испытание он мне не преподнес, он по-любому через какое-то время преподносит то, чтобы я это испытание, в принципе, даже достойно выдержала и вышла из этой ситуации. Так что, друзья, никогда в жизни не отчаивайтесь. Были времена, что да, я тоже отчаивалась. Были времена, что я выла, что я ревела. Это сейчас мне будут писать, что сейчас это все не к месту, ты показываешь готовку. Нет, друзья, у меня не кулинарный канал, я еще раз повторюсь. И извините, если кто зашел просто, чтобы посмотреть готовку. Я открыла канал для общения и одновременно для того, чтобы показывать именно, что я делаю. Не учить, а просто показывать, что я делаю. А так... Учиться мы всю жизнь учимся, у кого-то перенимаем какие-то вещи. Поэтому, друзья, никогда не отчаивайтесь, какой бы ситуации сложной вы ни были. На данный момент она очень сложная, но через какое-то время оказывается, я по себе говорю, через какое-то время оказывается, это же и не было так сложно. Нужно было только перетерпеть и молиться. Остальное, друзья, все проходит. Лишь бы не смерть, остальное мы все пройдем. Огромное вам спасибо. И извините, что все-таки отвлеклась. Так, друзья, перец не принесли, значит, все мне принесли. Поперчу. Это для мяса как бы по-французски. Добавлю соли. Ну, девочки, я не знаю, я обычно солю. И так вот кончиком языка проверяю на вкус обычно. Я постараюсь научиться делать... Вам в граммах точно это говорить. Тут больше килограмма, кило 300 примерно. И всегда спешу. Ну, надо-то надо все делать, как бы, когда есть время, спокойно, чтобы вам в граммах говорить, что и как я добавляю. Ну, обычно беру вот немножечко мяса и языком так по чуть-чуть посмотрю и выкидываю это мясо, чтобы знать, сколько надо соли обычно. А так и этого делать не приходится, потому что уже как-то на глаз знаешь. Ну, конечно, я понимаю тех, кто говорит, что нужно все-таки писать в граммах, потому что не все много готовили. Опыт приходит только со временем, как бы. Ой, друзья, ну, вот, наверное, будет слышно, микрофон отсоединила от себя, но недалеко от меня, как бы. Так, вот что значит старая машина. Так, машину не может завести. И сюда нужно еще вбить одно яйцо. И немножко
как я котлеты отбивала, отбить это мясо. И пусть немножечко тоже постоит, пока я приготовлю, друзья. Все. Вот так вот. Вот такой вот кусок мяса мне привез сын. Ну, неплохой, просто немного косточки. И 480 рублей за килограмм выходит. После того, как я его вычищу, отрежу косточку, ну, где-то даже рублей 500 выйдет за килограмм. Такое мясо, друзья. Ну, свежее, это прям почти парное, как бы. Так, друзья, и начнем формировать наши по-французски, как бы. Значит, у меня выходит, что вот одна вот эта вот, ну, пусть будет котлета, 100 грамм. Вот так вот. Я ее прямо на противне. Противень я смазала растительным маслом. Вот так вот прямо на противне формирую вот такой вот кружок. Так, просто я стою. Неудобно. Боюсь заслонять камеру, потому что если я заслоню камеру, мне столько неприятностей напишут. Вот так вот, придавая форму. Интересно, у меня тут 10 поместится. Мне нужно 10 штук этих. Конечно, желательно, чтобы на одном противне, потому что все 3 блюда нужно запекать в духовке. Как раз 3 мои духовки будут заняты. 2 газовые и 1 электрическая. Короче, можно потоньше, потому что ну, мясо свернется по-любому и будет маленькое. Девочки, первый раз делаю для кого-то. Вообще, по идее, как только мои дочки выросли, я этим делом не занималась. Ну, вот этими вот, как бы вам сказать, по-французски, запеканки разные, вот эти вот вещи были уже оставлены для девочек. Я как-то наша ингушская, кавказская, а то опять мне скажут, что это не ингушская, дулхалтом, что-то такое, из лепешек, мучное. А вот такие вот вещи, сладости, все уже взяли девочки и девочки делали. Ну вот, младшая 4 года как вышла замуж, снова пришлось, конечно, мне за это браться, но уже как бы без охоты. Так, ну все, вы поняли, короче говоря, что и как. Ну сюда 10 штук не поместится по-любому. Так, сейчас я вот эти штучки налеплю, потом дальше вам покажу. Так, ну вот, друзья, теперь кладем лук. Лук я порезала и немножечко отжала, чтобы вот горечь ушла. И потихонечку вот так вот положим лук на каждую штучку. Давайте я одну соберу, чтобы потом уже не отнимать у вас как бы времени. Вот, положила лук. Теперь грибы, которые я как бы слила воду с них, шампиньоны маринованные. Вот так вот. У нас опять начался дождь, вернее снова. Видно, я надеюсь. Так, вот. Теперь нарезанный кружочками помидор. Вот так вот. И уже вот у меня тут сыр голландский и моцарелла вместе перетерты через терочку. Как хорошо, друзья, что идет дождь, что температура уже спала, не так жарко, а то бы... Вчера я готовила просто, я не знаю, была такая жара, духота, что просто было невозможно. Так, все, сейчас нужно майонез сейчас я сделаю. Слишком большой, наверное, сделала, но ничего.
И, короче, вот так вот все сделаю дальше. Ну и вот, друзья, 6 штук у меня готовы. Сейчас поставлю в духовку. Так, друзья, вот еще 5 штук налепила. Значит, тут остался у меня фарш, как видите. Значит, кило 300 не нужно было для 10 штук. 11 штук у меня получилось. Я вам скажу из чего. Килограмм фарша, 2 лука, соль, перец, все. Это фарш. Значит, ну, пусть будет начинка. 2 луковицы средние. Вот такая вот баночка грибов, шампиньонов. Значит, 2-3 помидорка. Ну, грамм 200, наверное, сыра. Я боялась, мне не хватит даже с лихвой. И чуть-чуть майонеза. Все, друзья, небольшие расходы. Так, друзья, теперь будем формировать наши рулеты. Так, по-французски почти готово. В одной духовке уже готово, во второй готовится. Так, значит, что я сделала, друзья? Я без вас это сделала, но я вам сейчас скажу просто. Значит, здесь фарш, говяжий фарш, 700 грамм. Тут 1 луковица средняя. Перец черный, перец черный я не добавила, сейчас немножко добавлю. Соль, перец черный и немножечко я добавила, ну как немножечко, пол чайной ложки сладкой паприки. Вот такой вот. Ну, чтобы был цвет, как бы. Мать Танзила мне не говорила, но я его добавила. Теперь тщательно все перемешаем. И 1 яйцо, друзья, сюда еще влила. И фарш нужно тоже отбить. Вот, чтобы рулет как бы, ну, не трескался, наверное, сверху, не знаю. Очень боюсь этих рулетов, потому что давно не делала, как я говорила. Когда-то еще в молодости, я помню, когда еще была молодой невестой, я делала их ставить на стол. А так я, как сказала, когда вот что-то хочется вот такого вот, обычно мне девочки, когда приезжают, я их прошу делать, они делают. Ну, чтобы не заморачиваться. Просто, друзья, знаете, почему я от всего этого отошла еще? И от того, что девочки выросли. Да и от того, что вот когда сажала поля, все-таки уже когда много, уже, ну, начинала с 1,5 гектаров, дошла до 10 гектаров, сажала я поля. Все-таки, конечно, вот на такие вещи у меня не было времени. Котлеты, тефтели, голубцы, вот все такое быстренькое, пельмени, это все делалось, вареники. Ну вот, где надо немножко больше заморачиваться, больше времени тратить, я этого не делала. Просто потому что физически не успевала. А потом уже и как бы и девочки. Короче, вот так вот, друзья. Все, отбили фарш. Теперь будем формировать наш рулет. Так, я фольгу смазала маслом. Сейчас немножко подвину. Вот. Выложу фарш. Так, и постараюсь равномерно как бы его распределить квадратиком таким или прямоугольником. Скорее. Так. Видите, закатала рукава и забыла. Так, мясо тоже все. Сейчас, друзья. Так, теперь нам нужно положить сюда 6 яиц.
мешает. Так. Все. Даже делаю я это правильно или нет. Ну вот так вот. Ну, вроде бы правильно, да, друзья? Принцип. Мне кажется. Не знаю точно, что да как. Друзья, пожелайте мне удачи. Хоть уже в то время, когда будет выходить ролик, вообще-то надо было в прямом эфире, да, готовить, чтобы вы мне сразу пожелали удачи, и ролик получился. Не знаю, широкий, что ли, я его сделала. Там шов. Но все, больше не буду его теребить, а то еще не знаю, что с ним сделаю. Все. Теперь смажу желтком. Наверное, опять камеру заслоняю. Взбитым желтком. Не желтком, а взбитым яйцом. И заверну в фольгу. Будем надеяться, что рулет будет нормально, друзья. Все. Так, значит, уже, как я сказала, мясо готово. Сейчас уложу, потому что мне нужны противни. Рулет я вчера налепила, поставила в духовку. Много времени нет у меня, друзья. Ой, друзья, мне катастрофически не хватает этих коробок, этих упаковок. Не знаю даже, что делать. Я просто же не знала вчера, что у меня будет такой заказ. И для своего заказа я как бы купила. Ну, даже лишнее у меня есть, но вот именно, чтобы полностью не хватает. Вот эти вот можно было бы в другое что-то положить. Ну, ничего, что-то делать. Так, вот, значит... Так, 3. А, нет, да, одну мне надо. Ой, блин, из-за одной мне надо. Ну, ладно.
Сейчас поменьше, короче, которую возьму. Придется так вот. Представляете, за одну шаровку нужно такую коробочку. Вчера причем упаковку купила где подороже. Не было времени поехать. На 4 рубля дороже упаковка в одном магазине. Так, рулет у меня запекается уже. Всё. Так, я надеюсь, вот. Короче, вот так вот. Так, ну все, первый заказ, первый, вернее. Готово. Все, пока уберу, чтобы не мешало мне. Не дальше тоже нужно делать кебабы. Так, и вот, друзья, через полчаса рулет нужно проткнуть в нескольких местах шпажкой вот так вот. Минутку, подожди. Вот так вот. Ну, и теперь обратно в духовку на 20 минут. Друзья, сейчас приступаем к лепке, наверное, люляшек. Так, я лук нарезала мелким вот таким вот кубиком со своим аппаратом. Теперь хорошенечко его перетру. Вот так вот. В фарш добавила чесночок немножко. У меня 2 килограмма тут получается фарша. Друзья, люля-кебаб тоже 100 лет не делала. Признаюсь вам честно, я не умею врать. Тоже это все вот как передала Танзиле. Всегда вот такие вот вещи делает она. Приезжает в гости, мне делает. И как будто бы как-то, когда я ее что-то спрашиваю, она всегда говорит: мама, ты же меня научила, что ты меня спрашиваешь про готовку? Так, она беспокоится, звонит. Так, значит, я посолила адыгейской солью. Так, теперь черный перец. Не думайте, что много, потому что 2 килограмма мяса все-таки. Так. Так. Зелень. Ой, мамочки, перец. Зелень петрушки и укропа. Вообще-то сюда обычно кладут и зеленый лук, и кинзу. Я обычно делала. Не знаю, делала ли правильно или нет, я не знаю, друзья. Так что, ну вот так я их делала. Если они по-любому не классические люля-кебаб, как бы. Так. Сейчас мне нужно немножко паприки. Так, добавлю немного паприки для цвета. Сладкой паприки, друзья. И тщательно вымесим. Конечно, желательно бы это все из бараньего мяса, из баранины, с бараньим жиром или курдюком. Конечно, было бы очень вкусно, но заказчику нужно было из говядины. Так, и немножечко я добавлю кориандра молотого. Так, и немножко кориандра. Не все любят кориандр, поэтому я боюсь много добавлять. Ну и все, теперь тщательно вымесить, друзья, и отбить хорошенечко. Шпажки я вымочила в воде. Вот начала делать вот такую вот люляшку. Значит, вот смотрите, пока вот так вот разделила, где-то по 130, по 135 грамм каждая.
Теперь я просто вымочу руки в воде и немножко вот так вот начну отбивать как бы. Вот каждую сейчас вот так вот отобью. Вот. Ну, чтобы как-то стараться, чтобы не потрескалась. Типа это котлетка наша, это люляшка. Вот так вот. Так, и, друзья, прошло 20 минут после того, как я проткнула. Значит, 30 минут до проткновения и 20 минут после стоял у меня рулет. Теперь его нужно как бы раскрыть, чтобы он зажарился сверху. Так, сейчас, минуточку, горячий. Неудобно, просто у меня штатив стоит впереди меня. Чтобы он зарумянился. Вот. Все, как видите, рулет готов. Теперь буквально минут там 5-10. Надо будет подождать, пока он зарумянится. А мы боялись, да, друзья? Я очень переживала за этот рулет. Все-таки немножко помню. Сейчас просто уберу лишнюю фольгу. Может, конечно, вы можете смеяться надо мной. Может, я это делаю неправильно как-то. Тем более для заказов. Но, друзья, мне кажется, по-домашнему пища намного лучше. Чтобы не обязательно. Ну, чуть-чуть разница в рулетах есть. Этот пошире, тот поуже. Ну, как говорится, первый блин же комом всегда. А у нас он не такой уж ком получился. Ну все, пошла дальше в духовку ставить. Сама себя смеюсь, друзья. Видите, вот. Ну все, пошли теперь делать люляшки. Так, я смочу руки. Как видите, я налепила котлетки вот такие вот. И теперь будем вдевать шпажку вот так вот. Конечно, шпажки должны были быть немножко потолще, подлиннее, наверное. Ну, ничего. На одной я вам покажу, а то у меня нет времени. Вроде бы нормально, да? Там посмотрим. Конечно, ничего не сравнится с люля, которая делается на костре, законно поварами, из баранины. Ну ничего. Какое-то разнообразие на столе хоть будет у них. Там, да, и скажу, обычно спрашивают, для чего, как, почему заказывают. Я и вчера в заказе тоже говорила, но сегодня могут смотреть другие люди тоже, которые, может быть, вообще не посмотрят тот мой ролик. Ну, заказывают, друзья, не каждый день мы делаем заказы, такие люди. Сейчас много женщин занят. По идее, у нас в республике, да и везде, по-моему, найти работу женщине легче, чем мужчине. Поэтому в основном сейчас женщины все-таки заняты у нас, можно сказать, даже вот напополам. Раньше, если женщины сидели дома, не работали, просто воспитывали детей, да, ну, домашнюю работу, домохозяйками были. Ой, у меня выключился свет, друзья, а у меня печка электрическая третья. Так, и поэтому все-таки не успевают женщины и приготовить, и за детьми посмотреть, и в гости сходить, там, и в больницу сходить. Поэтому вот так вот, понимаете, приходится иногда и в больницу заказывать, к обеду заказывать, на маулид заказывать, потому что не успевают. Ну и, во-первых, не успевают, во-вторых, и, наверное, как-то сейчас уже больше люди обеспечены, как бы, ну, некоторые слои населения у нас тоже хорошо обеспечены. Кто работает в медицинской сфере, в министерствах, у кого хорошие зарплаты,
Ну, медицина не государственная, конечно, а медицина такая платная. Они все-таки, мне кажется, хорошо зарабатывают. Но я не знаю, я в чужой карман не лезла, я не знаю, что и сколько. Но у нас очень много бизнесменов, поэтому их жены могут себе позволить заказать еду. Но даже если нет такой прямо обеспеченности, но тем не менее, иногда, когда мы спешим, когда вот нужно срочно, когда у тебя нет времени, когда у тебя нет, ну, может быть, даже у тебя нет продуктов, то, чтобы вот тебе нужно срочно сделать, а продуктов нет, и поехать куда. Ситуаций жизненных очень много, друзья, у людей. И поэтому вот как-то так и заказывают, как обычные люди, как везде. В основном так заказывают, потому что, ну, все-таки еще плохо относятся, наверное, к кафешкам. Люди, которые более-менее знают, как это готовится, что, как, знают человека. Это тоже немаловажный факт. Знают, что ты сделаешь из законно хорошего мяса, из хороших продуктов. И про кафе я ничего не могу сказать, потому что в кафе, в котором работала я, еду, продукты покупались самого высшего качества. Этим я вам могу просто даже, не знаю, клясться. Я просто не люблю. Но гарантированно, что мясо, что другие продукты, вот на высшем уровне там всегда. И мясо дорогое, и самое красивое покупалось, и продукты тоже дорогие. Ну, конечно, по ценам кафешек чуть-чуть дороже, чем в забегаловках у нас, конечно, было, но этого стоило, потому что лично я знаю, как это все. Ой, свет дали, как хорошо. Как готовилось и что. Так, ну все, друзья. Снова выключили, представляете? Так, и, друзья, надо смазать теперь яйцом. Чтобы не развалилась люляшка, как бы. Вот. 2 блюда вроде бы у нас получилось с вами нормально. Будем надеяться, что люля тоже меня не подведут. А то на старости лет, сами знаете, это, конечно, некрасиво не уметь готовить. Тем более то, что готовила когда-то. Действительно, когда я что-то там готовлю, спрашиваю Танзилу. Не сегодня даже вообще, и да и сегодня несколько раз звонила. Мама говорит, этому всему же я у тебя научилась. Почему ты у меня спрашиваешь? А я, знаете, действительно, друзья, когда вот раньше мама говорила, ой, я умела, но я забыла. Думаю, что она говорит? Как можно забыть то, что ты готовил, если ты умела это готовить? Мне тогда так казалось. Оказывается, действительно, друзья, много чего забывается. Очень много, я уже на себе это знаю. Так что, и даже вот когда я была поменьше, помладше, ну, не то, что помладше, а совсем маленькой, когда, конечно, нормально, когда уже взрослый этого не думаешь, когда мама мне говорила, чтобы постричь ногти ее, она мне говорила, так, ну и все, друзья, вот последний штрих этим 10. Свет не дали, я не знаю, что теперь делать. У меня теперь одной духовки не хватает, подводит меня этот цвет. Так, вот, друзья, вот такие вот рулеты у меня получились, как видите. Так, ну-ка. Они нормально пропеклись, видите, снизу тоже все нормально у обоих рулетов. Вот так вот. Сейчас не видно, наверное. Вот небольшая корочка внизу. Все, их все равно вот так вот разрезается кружочками и будет как будто там внутри яйцо. Так, люляшки у меня запекаются. К сожалению, выключили свет, поэтому у меня и на кухне, вы знаете, что у меня темно. И одна духовка меня очень подводит. В одной духовке уже более-менее готовы люляшки, а вот вторые еще сырые. Я чуть-чуть опаздываю все-таки заказ. Так, друзья, значит, одни люляшки тоже готовы. Видите, вот такие вот, не знаю. Но у меня было мясо жирное, но немножечко подтаяли. Но ничего, все хорошо. Так, рулеты я вот так вот завернула. Фольгу снова. И вот меня подводит вторая партия люля. Сейчас эти буду укладывать. Так, и вот теперь будем укладывать. Так, как бы, чтобы было видно. Так, вот так, наверное, видно лучше, да? Ага, вот. Вот так вот.
Буду ее укладывать. Так, где у меня лопаточка? Или ножик? Подвел меня свет очень. Электричество отключают. Но я вызвала такси, я надеюсь, как раз к приезду такси остальные тоже прожарятся. Вот, видно вроде бы. Так, уже и для плова у меня кастрюля стоит. Так, закрывается. Так, сейчас я замариновала уже и лук в уксусе с сахаром и водой. Вот видите. Конечно, было бы, если бы красиво сиреневый лук, но у меня, к сожалению, его нету. Так, зелень еще нужно. И посыпем вот так вот зеленью. Все. Один лоток готов. Все, теперь запакуем. Ждем вторую партию. Так, друзья, забыла микрофон. Это уже вторые, видите, вот первые. Это вторые тоже прожарились очень вкусные. И главное, у меня одна была лишняя. Я попробовала, как когда-то и я сказала, и как сказал когда-то Райкин. Вкус, конечно, друзья, специфический. Кто меня похвалит, если я не сама, да, друзья? Вот. Все, заказ готов. Вот такси никак не дождусь. Чуть-чуть опаздываю, чуть-чуть, конечно. Все, уже едет таксист. Вот, друзья, мой заказ рулет уложила вот так вот эту коробку из-под посуды нашла. Просто я же не занимаюсь этими делами. Все, ничего страшного, говорят. Я успеваю, заказ успевается. Мы позвонили. Все нормально. За час он доедет как раз к обеду. Так, друзья, приступаю ко второму заказу. Плов у меня уже как бы на полуготовности. Теперь положу курочку. Свет никак не включают. Мне темно, когда на кухне. Ну, это как-то уже не такой сложный заказ, как бы, как тот. Да и тот, в принципе, несложный, друзья, заказ. Просто из-за того, что я давно не делаю, мне как-то казалось, что переживала просто. Сейчас духовку поставила, и теперь вот плов на подходе, как бы. Теперь надо будет положить рис. Ну, конечно, это не узбекский плов, друзья. Ну, вот как умею, так и делаю. Не знаю, эти клиенты у меня заказывают уже третий раз. Им нравится. Буду пробовать, как вот... Ну, у меня сын так делает. Сначала обжаривает сильно-сильно прямо вот лук, потом морковку, потом мясо. Но я так не умею и не рискнула сегодня так сделать. Буду делать пока, как я умею. А уже потом как-нибудь будем с вами делать по-другому. Будем экспериментировать на кухне. Чайник не закипел еще. Сейчас я понакидаю специи. Рис я уже промыла. Так, значит, добавила для плова специю. Ну, так и написано для плова. И черный перец. Чайник закипел.
рис. Вода должна быть, друзья, на палец выше, чем рис. Сейчас оставим так вот на сильном огне до того, как выкипит вода до риса, чтобы рис появился. Не знаю, так делаю я, по крайней мере, с тех пор, как устроилась на работу у нас в кафе. Так его делала наша повар Маринка, моя подруга. Так, друзья, и второй заказ у меня уже на подходе. Вот так вот мне надо помыть овощи, высушить овощи, фрукты и уложить. Виноград я помыла, высушила, положила вот в такой вот контейнер. Потому что боюсь, что таксист его помнет. Огурцы помыла, высушила в кулечек. Груши, персики. Значит, это помидоры. Малосольный салатик. Дальше у меня еще из фруктов. Сейчас такое просто я покажу. Еще дальше у меня бананы. Кое-что еще. Так, вот, друзья, и курочка моя уже зажарилась. Я ее уложила. Сейчас посыплю зеленью и закрою. Плов тоже у меня готов, друзья. Вот все. Теперь закрою. Просто я сняла со штатива. Так, надо еще сфотографировать. Друзья, плов мой готов, как видите. Я сейчас его перемешаю. Вот, тщательно перемешаю и переложу в упаковку, короче говоря. Такси уже едет. Этот заказ у меня вовремя, четко. Ну, надо еще хорошенечко перемешать. Я, наверное, даже в блюдо большое выложу и спокойно там перемешаю. Вот. Ну вот, примерно вот. Я не знаю, кому как. Понравится, не понравится. Многие кашей назовут, не знаю. Ну, пусть будет каша с мясом. Так вот, первая порция уложена, как бы, друзья. Это еще пока в процессе все. Так, ну все, друзья, справилась я со своим заказом. Значит, вот этих вот 2 контейнерах у меня плов. Поднимать не буду, я крышки уже вспотела, потому что горячие. Видите, вот. Это 2 плова. Это курочка. Вы уже видели, я ее показывала. Это адрес больницы. Вот такой вот. Надо прикрепить к пакету. Значит, еще раз повторюсь. Малосольные огурчики, свежие помидоры, виноград, груши, свежие огурчики. Так, я, по-моему, сказала свежие огурчики. Не свежие огурчики, а малосольные огурчики внизу. Вот. Это свежие огурчики. Это бананы, персики, яблоки, шоколадные конфеты тут разных видов. Я не знала, что он любит. Овсяное печенье мне заказывали. Черный хлеб и варенье из смородины. Это ты мне со своим чайником. Короче, друзья, это заказ в больницу. Опять вы будете писать, это много, это то, все. Просто в палате уже их много, мужчины, и это на несколько дней обычно заказывается, поэтому много. Друзья у нас вообще любят делиться, там даже медсестрам, санитаркам они дают. И в палате 5-6 человек, они делятся, поэтому много. Конечно, один больной столько не поест. Ну,
На этом, друзья, я сегодняшний свой влог закончу. Мне теперь уже очень много посуды. Сами знаете, после 2 заказов нужно еще кормить своих, как бы свою семью. Всех благ вам, друзья. И хочу сказать еще раз всем, кто болен, здоровья, милости Всевышнего, и чтобы действительно в скорости у всех больных было исцеление. Всех благ вам, мира и благоденствия. Подписывайтесь на канал. Я обычно это не говорю, но вот видите, Джабраил хочет, чтобы вы еще и на канал подписывались.